Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. Я попросил земельный участок в городе Якутске, вот здесь вот по улице Чкалова, 28, где стоят аварийные объекты. И с надежной строительной компанией нашего региона здесь будет произведен демонтаж аварийных зданий и построен многоквартирный дом. И на первом этаже помещение с отдельным входом площадью 300 квадратных метров будет передано для государственных и муниципальных нужд. Со своей стороны, также для государственных и муниципальных нужд я передаю 2,6 гектара земли на Табагинском мысе в государственную и муниципальную собственность. Получив письменное одобрение от муниципалитета города Якутска, я с данным предложением обратился в Министерство имущественных и земельных отношений, но получил письменный отказ с формулировкой: данный земельный участок мы будем использовать по своему усмотрению. По какому усмотрению? Как с Матросова 2, который пользу жителям города не приносит, как земельными участками в поселке Старая Табага, в результате которых еще и правительство теперь должно заплатить сотни миллионов рублей тому, кому само министерство продало землю за считанные гроши. В чем польза министерства? А вот моя польза. По моей инициативе Красноярова, 15, на месте сгоревшего здания построен без бюджетных средств и передан в общество слепых безвозмездно клуб для слепых, которым пользуются в городе Якутске. На последней сессии Государственного собрания Ултумен произошел отчет министра имущественных отношений Республики Саха-Якутия. Министерством имущественных и земельных отношений представлен проект отчета о результатах приватизации госимущества за 2024 год. Объекты недвижимого имущества вместе с земельным участком в количестве 10 единиц, расположенные по адресу Республика Саха-Якутия, город Якутск, улица Чкалова, дом 28, приватизируются согласно распоряжению правительства Республики от 10 декабря 2024 года путем внесения Республики вклада в уставный капитал акционерного общества РИК Плюс по рыночной стоимости 62 миллиона 251 тысяча 800 рублей, определенной отчетом, подготовленным независимым оценщиком ООО «Метод» от 18 октября 2024 года. Корпоративные мероприятия по увеличению уставного капитала акционерного общества РИК Плюс планируется завершить в 2025 году. Минимущество обеспечивает открытость и прозрачность процесса приватизации. Все акты о приватизации госимущества в установленном порядке размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет для размещения информации о проведении торгов и дополнительно на сайте Министерства. Принятие решения об условиях приватизации госимущества согласовывается со всеми заинтересованными лицами. Приватизация как бы состоялась. У вас вообще в известно кто-нибудь о чем-нибудь говорил? Нет, так как 17 апреля 2025 года я был приглашен к федеральному инспектору по Республике Саха-Якутия в приемную президента, проспект Ленина, 33, где присутствовал исполняющий обязанности прокурора Республики Саха-Якутия Губин. Также присутствовала заместитель министра имущественных отношений Арбузова, которая ни одним словом не обмолвилась, что данный земельный участок будет приватизирован. А впоследствии, через 9 дней, 26 апреля 2025 года, прошла приватизация. После того, как я узнал, что произошла приватизация, я был на приеме у министра имущественных отношений Багананова. Так и пояснил, что мы приватизировали данный земельный участок. Для меня это, естественно, было шоком, потому что этот же человек на протяжении года проводил мероприятия для того, чтобы данный земельный участок поменять и республике принести пользу и прибыль. А когда я у него задал вопрос, как прошла приватизация, то он мне ответил: приватизировали на акционерное общество РИК Плюс, где он же является членом правления вместе с министром экономики. Вот как получается, что должностные лица республики приватизируют государственную собственность в акционерное общество без единого рубля, не принося в бюджет Республики Саха-Якутия никакой прибыли, и сорвали сделку, на основании которой бюджет Республики Саха-Якутия должен был получить более 200 миллионов рублей. Самое неприятное и непонятное в этой истории то, что Сергей Петрович Хромов начал этот проект практически 8 лет назад. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» неоднократно освещала деятельность общественника, члена партии «Единая Россия», инвалида первой группы по зрению Сергея Петровича Хромова.
Он уже не первый год добивается создания медицинского учреждения на первом этаже многоэтажного дома в ходе строительства. На первом этапе Сергей обратил внимание на земельный участок в районе Залога в Якутске, который находится в собственности Республиканского общества слепых. Здесь много лет стоял заброшенный дом культуры общества. Начиналось все именно несколько лет назад, лет 6 отсюда. Это перекресток улицы Чекалова-Красноярова. Первый проект, который я предлагал, именно здесь, на данном земельном участке, сделать многоквартирный дом с соцкультбытом на первом этаже. В Заложном районе столицы Якутии есть участки, принадлежащие республиканским ведомствам. При поддержке одного из них расчистил площадку старого сгоревшего дома и обратился в городское общество инвалидов, предложив инвестиционный проект, по которому республиканская земля передается под строительство жилого дома, на первом этаже которого планируется создание делового центра для инвалидов. Принадлежало Министерству имущественных и земельных отношений с многоквартирным домом. Стоимость проекта 53 миллиона рублей. То есть общество инвалидов республики должно было получить новое современное здание с оборудованием, с мебелью в ноябре 2019 года. Выкупила в аренду на период строительства данный земельный участок за 21 миллион рублей. Итого, данная строительная компания сейчас строит здесь многоквартирный жилой дом без социальных объектов. К сожалению, многие государственные земли и участки в достаточной мере не контролируются государственными чиновниками. Поэтому Сергей поднимает вопрос об участке по улице Чкалова, где уже много лет находится УПК инвалидов, которому эта земля отдана безвозмездно, но с условием предоставления работы для инвалидов. При этом УПК практически стал частной компанией, в которую входят различные предприятия и юридические лица, не приносящих доход государству. Занимают 6 зданий безвозмездно, больше 10 лет. Какая польза? Вот сейчас коронавирус, хоть одну маску пошили здесь. Здесь типа швейный цех. Хоть один халат для медицинских работников здесь сделали. Сюда лично выезжал мною уважаемый человек за то, что у нас в городе и в республике стал порядок. Это Дмитрий Дмитриевич Садовников, который взял проект планировки территории из ОГД «Градплан» и сказал следующее. А на каком основании министру труда здесь вообще располагаются эти предприятия? По закону не должны. Здесь до 2022 года может быть построен многоквартирный дом на первом этаже. Социальный объект без бюджетных средств. Правительство республики получает площадей на 50 миллионов рублей. Меня лично принимал председатель правительства Андрей Владимирович Тарасенко 3 раза за месяц с участием министра строительства, имущественных отношений и министра здравоохранения. На этих встречах я сделал доклад по реализации социальных проектов в районе Залога на земельных участках, принадлежащих нашему правительству, которые используются неэффективно. Объекты, которые могут быть построены за 2 года, начиная с сегодняшнего дня, не требуют бюджетного финансирования. Коллеги, все, давайте решаем. На следующей неделе будет дорожная карта, и там уже все будет четко понятно по срокам и так далее. Срок, когда нам представят дорожную карту, мы определили. Следующую неделю. Все? Спасибо. Все, договорились. Это советское строение? Да, советское строение. Там вот, помните, магазины были, где они матрасы продавали. Вот это вот здание, там у нас есть гараж, есть подсобные помещения и так далее. Знаю, вас настырность. Я выехал и привел с собой коллег. Ну, интересно тому, чтобы вот здесь что-то государственное построить, и мена была, как говорится, адекватной, да? Да. Живой проект только в головах у Минмолодежи, да? Ну, мы можем, конечно, официально внести свое предложение с тем, чтобы тут была, сделать вот на базе этого молодежную площадку на рассмотрение руководству, да? Это предложение ветерана правоохранительных органов, очень большого патриота нашей республики. Открыть военно-спортивный патриотический лагерь на мысе Табага. Есть земля, есть только нужно решение, государственное решение, что эту землю он, значит, может на определенных условиях, ну, конечно, это же, значит, затраты определенные были произведены, на определенных условиях передать это госимущество. И на этой территории построить патриотический центр. За 8 лет на этом участке можно было построить не один раз дом с реабилитационным центром и получить еще землю под туризм на Табагинском мысе.
Вопрос возникает, почему так? Что касается Чкалова 28, опять же, там находился раньше объект, который уже не действует, он заморожен с 2000 года, простаивает. В связи с этим мы вовлекаем в оборот данный земельный участок с основными средствами РИК Плюс для того, чтобы они сделали застройку многоквартирного дома. Но сегодня мы узнали, что данное имущество уже фактически изъято, уже приватизировано, будет строиться коммерческое жилье. Стоимость указана 62 миллиона, хотя участок практически полгектара размером, расположен близко к центру города. Участок на Чкалова 100 миллионов минимум отдали в коммерческое использование псевдогосударственному предприятию. Это частная фирма, ОАО, открытое акционерное общество, республиканское ипотечное агентство. Земельных имущественных отношений должен, получается, организация, которая защищает наше имущество и приумножает наше богатство. Но никак не заниматься благотворительностью. Какое-то здание мы продали за 8 миллионов и на 5 лет дали рассрочку человеку. Где такие условия даются? Задача Минимущества работать на повышение эффективности использования имущества, а его у нас 1 триллион рублей, повышение эффективности работы наших предприятий. Уставной капитал, который составляет 180 миллиардов рублей. Результат работы – рассовывать активы, более-менее живые, по псевдогосударственным кубышкам. Я считаю, что Республика Саха-Якутия не должна вот такой отчет даже рассматривать. У нас имущество должно быть не на 1 триллион, а на десятки триллионов за это время накопившегося. Прикрываясь псевдосоциальными целями для псевдогосударственных предприятий, транжирит ликвидное имущество Республики Саха-Якутия. Все-таки прошу получить контрольному комитету заняться указанными вопросами в выступлениях народных депутатов и рассмотреть данный вопрос отдельно на пленарном заседании. Принято. Надеюсь, что комитет по контролю Государственного собрания УТМН проверит и проведет анализ приватизации Министерства имущественных отношений. И, может быть, рассмотрит проекты Сергея Хромова. Министерство имущественных и земельных отношений, его руководство должно приносить пользу в бюджет Республики Саха-Якутия. Должны идти деньги с объектов, которые находятся в государственной собственности беспрерывным огромным потоком, а не какие-то мизерные крохи, так как руководство Министерства имущественных и земельных отношений пользу не приносит, распоряжается имуществом халатно и безответственно. Это на вот этом примере понятно, а таких примеров очень много. С вами был Олег Желанин. До скорой встречи.